إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Сулуку суфара или исламе фил гурба». Какое поведение должно быть послов ислама на чужбинах, не на родине мусульман, а на чужбинах. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, дорогие верующие. Насруддини биль муминин. Хвала Аллаху, который помогает этой религии через верующих людей, которые следуют действительно за исламом, где бы они ни были. Аллах помогает этой религии через верующих людей, которые практикуют эту религию. Аллах возвеличивает эту религию через практикующих людей ислама. И Он, Аллах, является наставляющий нас на прямой путь и укрепляющий на земле. И Аллах сделал пророка Адама, алейхиссалату вассалам, наместником на земле. И его сынов Аллах сделал наместником на земле. Но не сделал Аллах пророка Адама и его потомков тиранами, диктаторами. Это является наследниками дьяволов, наследников сатаны. Диктаторы, тираны, они наследники дьявола и сатаны. А пророк Адам, алейхиссалату вассалам, и те, кто следует за пророком Адамом и за пророками, они не могут быть диктаторами, они не могут быть тиранами, дорогие верующие. Пророк Адам был халифом, и мусульманин должен чувствовать это хиляфа, это ответственность, это наместничество на земле, дорогой верующий. Где бы ты ни был, ты являешься наместником на земле от Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, дорогой верующий, один человек из Запада принимает ислам, имя неизвестно, но в хутбатах ученые приводят этого молодого человека, который поехал в Египет учить ислам. И он принял ислам через книги. Не с мусульман он принял ислам, потому что он не видел с мусульман ислама, но он принял ислам через книги ислама, альхамдулилля. И этот человек сказал, молодой человек, когда он увидел истину этой религии, истину он когда увидел, он принимает ислам и решает он, что мне нужно покинуть эти земли Запада и поехать на мусульманские земли. И чтобы там практиковать ислам, чтобы научиться исламу. ولكنه صدم بعد عدة انتقالات بين بلاد المغرب العربي ومصر. Он удивился, когда он начал путешествовать с Египта до Марокко, в мусульманских странах, он увидел, что нету ислама, того ислама, которого он увидел в исламских книгах, который он увидел истории ислама, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижников, табиинов. Он не увидел ислама в этих странах, но он увидел в книгах ислам, дорогие верующие. لَقَدْ كَانَ يَتَخَيَّلْ أَنَّهُ سَيَنْعُمُ بِجَنَّةِ الْقُرْبِ بِجَنَّةِ. Он думал, что он будет жить в раю, то есть в мирском раю между мусульман. И он будет жить между потомками сподвижников. Однако, в ардуль амбия, и он думал, также он будет жить на земле пророков. То есть потомки пророков, потомки сподвижников. فَإِذَا بِهِ يُشَاهِدْ سُورًا مُخَالِفًا. Он видел противоположное. Так же, как некоторыми, которые поехали в своих стран учиться эти страны, удивились, что то, что они представляли с книг, то же самое, что представил с чужбине, то есть западный человек. وَقَدْ قَرَّ أَخِيرًا. И он подумал, что мне надо вернуться обратно к себе на родину. Мне надо вернуться обратно на родину. Итак, те, кто были в Египте, они тоже удивлятся, что люди до такой степени отдаленные стали от ислама. Отдаленные. Да, отдельные, скажем, люди или джамааты, или мечети, да, в исламе живут. А полностью система, общая система не в исламе. Диктатура за диктатурой, дорогие верующие. Итак, такое положение. Аляти аша фиха. И люди, то есть этот человек жил там 2 года. И решил, он сказал имаму мечети, я не могу тут остаться.
Я не могу тут остаться, я вернусь обратно, что он не видит то, что представлял в книгах. То есть он боится, что это будет фитна, искушение. Почему мы об этом говорим, дорогие верующие? Наше поведение переводит то, что говорит Коран и Сунна. Наше поведение, как мы себя ведем, как мы одеваемся, дорогие верующие. Инна хакикату тадайюн, дорогой человек, дорогой мусульманин, поистине действительная религиозность, правдивая религиозность меняет на самом-то деле положение людей. Лирасми сурати, какое положение? Эти простые люди, простые обыватели, они видят в тебе ислама и мусульман и представляют пророка и сподвижников, которые открывали страны. Поэтому ты должен, дорогой верующий, себя показывать наилучшим образом. Некоторые не показывают себя наилучшим образом. Там, где нужно быть щедрым, будь щедрым. Там, где нужно быть смелым, будь смелым. Там, где нужно молчать, молчи, дорогой верующий. Не выкладывай всю грязь, дорогой верующий, на публику, не показывай. Итак, мы нуждаемся, чтобы муджтама, не просто один отдельный человек был религиозный. Мы нуждаемся общиной, чтобы была сплоченная религиозная. И это является примером, дорогие верующие, другим людям. Юхавилуна татбикуль ахкам дин. И эта община старается, как отдельная личность, мусульманин, также община старается практиковать на обществе религиозные обряды. Религиозные обряды, дорогой верующий. Итак, дорогой верующий, чтобы другие видели, что это является религией. Что вас заставило молиться каждую пятницу, дорогие верующие? А вы скажете, это покорность одному Аллаху. Почему вы собираетесь в пятницу каждый раз? Аллах нам приказал. Аллах нам приказал. То есть ты управляемый законом Аллаха Субхану ва Тааля. Ты являешься рабом Его создания. На Его создании ты должен служить Аллаху Субхану ва Тааля. На земле это Его создание, земля, это Его собственность. А ты тоже являешься собственностью Аллаха. Ты должен идти на земле. Каждый шаг, когда ты шагаешь, каждый шаг, смотри, довольствие Аллаха мой шаг или нет, или ослушание. Каждая рука, которая протягивается, это довольствие Аллаха или нет, дозволено или нет. Смотри, дорогой верующий, иначе ты будешь фитной, как для себя и для других. Мы должны стать, дорогие верующие, таким образом, как были наши первые поколения, пророки и сподвижники. Они были примером для общества. Люди с Египта, когда Рим их, как говорится, своим диктаторским режимом управлял Египтом, ждали египтяне, пока придут эти люди справедливые с арабского полуострова. Люди начали понемногу принимать ислам. Почему египтяне стали арабами, хоть они не арабы коренные? Да потому что полюбили египтяне ислам, полюбили они ислам, Коран и Сунну, полюбили сподвижников. Во время Умар бин Хаттаба они приняли ислам. Зашел ислам через Амр бин Аса, радиаллаху анху. И люди, как они поменялись? Как они получили такое образование, чтобы они поменялись до такой степени, что свой родной язык потеряли? Потому что они предпочли ислам и носители ислама над своей нацией, над своим языком. И потеряли они свое язычество, свое фараонство, потому что до этого была диктатура, тирания. И поэтому они решили поменять на диктатуру лучшее и лучшее. Коран и Сунна, дорогие верующие. Фасару, итак, мудрибуль амсаля фил ахляк аль карима. И эти сподвижники стали кем? Примером в поведении, дорогие верующие. А мусульмане сегодня так себя ведут. Альхамдулилля, некоторые общины, когда открывают некоторые места, как Дамаск, как и другие страны, когда открывают, после того, как диктатор столько их мучил, они говорят: антум туляка, вы свободные, те, кто оставил оружие, не воюют против нас. Валлахи, это карам, это щедрость, это самаха, это снисхождение ради Аллаха простить, если вы хотите быть мирными. Представляете, дорогие верующие, есть такие маленькие общины, не миллиард, если умма, или 2 миллиарда умма. Она же не вся ведет себя таким образом. Тут человек готов оставить кровь тирану, диктатору вчерашнему.
Имеется в виду кому? Системе полностью их военным оставить даже. А тут бывает, человек не может простить, как говорится, копейку свою. Копейку свою не может простить. Диктаторов прощает щедрые люди, дорогие верующие. И Аллах говорит в Коране об этих людях, таких людях, сподвижников пророка, саллаллаху салям, сподвижников пророка, которым воспитаны были они пророчеством, воспитанием. Юридуна ваджха, Аллах сказал в Коране, сурту Каффи, они желают только лика Аллаха, поэтому они прощают. Итак, и Аллах в сурту Ахзабе сказал: «Садаку ма ахудуллаху алейхи, фаминхум ман када нахба, ва минхум ман янтазир, ва ма баддалу табдиля». И среди таких людей есть какие, как сподвижники и другие, садаку ма ахадуллах, они правдивы своим заветом. Когда они сказали ля иляха илляллах, они понимают, что надо жить по ля иляха илляллах. Они понимают, что надо сохранять значение ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Они знают, что такое быть представителем, послом ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах на чужбинах. Садаку ма ахадуллах, они правдивы в том, чем договорились, когда они сказали эти слова. Слово ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах — это бай'a, присяга, договор. Ты каждый раз вспоминай свой договор с Аллахом, что ты являешься представителем этого слова. Они правдивы в том, чем договорились с Аллахом. Фаминхум ман када нахба, из них есть кого Аллах забрал, из них есть кто до сих пор ждет, однако свой путь они до сих пор не изменили. Некоторые готовы поменять шариат, ислам на куфр. На куфр готовы поменять ради дунья. Как это может быть? Мусульманин не может быть, значит он был не мусульманином, или он был лицемером. Назрату аль-ваки аль-умма. Назра, если посмотреть на положение нашей общины уммы, последнее время что происходит? Мин хаяти уммати, нашей общины что происходит? Яшхаду ваки, наше положение что видит из этих 2 миллиардов, как гордятся люди, наша умма 2 миллиарда. Маша Аллах, 2 миллиарда, хорошее число. Но когда до дела доходит, мы не видим на делах 2 миллиарда. 2 миллиарда мы не видим на делах, дорогие верующие. Поэтому, дорогой верующий, не верь словам, а верь делам. Не верь словам, а верь делам, дорогой верующий. Итак, что есть? Яшхадул ваки байна иддиа и ваддалил. Наше положение доказывает нам между утверждением, что он мусульманин верующий, между доводом. Он говорит, мусульманин верующий, а на делах он не мусульманин. Живет не как мусульманин, ведет себя не как мусульманин. Он не представляет ислама мусульман. Он хочет заменить Коран и Сунна на другое. И он хочет заменить Коран и Сунна на философию или мнение ученых. Он заменяет. Он не представитель, дорогой верующий. Поэтому каждый может утверждать, что он очень хороший религиозный человек. Каждый может утверждать, что он любит Аллаха. Есть же аят, Аллах послал сурту Али Имрани аят. Куль, скажи, сказал пророку Мухаммаду, ин кунтум тухиббун Аллах, фаттабиуни, юхбибукум Аллах. Скажи им, если вы многобожники, говорите, что любите Аллаха, то следуйте за мной. Насколько ты живешь на пути посланника, саллаллаху салям? Насколько ты живешь на пути посланника, саллаллаху салям? Ты, может быть, ты утверждаешь, даже так называемые имамы некоторые себя ведут не как пророк, саллаллаху салям, сподвижники. Так называемые имамы, просто они взяли, как говорится, чалму, просто взяли, как говорится, должность и все. Они не имамы. Имам должен следовать за пророком и сподвижниками, дорогие верующие, как сура Нисаи, 115 аяте Аллах говорит, кто-то воспротивится пути пророка и сподвижников, тот будет из обитателей ада. Представляете, имамы себя ведут подобие куффарам себя ведут. Тогда что может говорить другие люди, простые обыватели? Так, дорогие верующие, «Валау татаббахта халя бишей именно тафарруси», если бы ты хорошенько, проницательным взглядом посмотрел бы положение определенных людей, или какого-то джамаата, или организации, или общины, города, нации, тафарраста лаваджатта анна аль-халь
ينطبق بحسن المقال ورداءة الفعال ما بين القول والفعل كما بين السماء والأرض كل كلمات كألفاظ المهتدين وأفعال كأفعال الشياطين. Коротко сокращусь. Если хорошенько разглядеть, что ты увидишь? Утверждают, что ислам, ради мусульман, ради ислама мусульман, ради этих бедных людей, которые не понимают ислам. Мы хотим донести до них ислам, но твоя методология неправильна, ты ведешь себя не по исламу. Ты призываешь к исламу. Ты не объясняешь ислам, ты губишь людей, ты совращаешь, наоборот, понимание ислама. Ты не являешься представителем ислама, ты губишь, наоборот, ты разбойник. И так дальше. Ихние слова ислама, но дела шайтанов. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Коротко говоря. Инна халюм кама юсаввируху аль-хадис аль-кудси. Ихние положения, как нам представляет хадис, священный хадис Кудси. Инна Аллах Та'аля каля лакад халакту халкан. Аллах сказал, я создал творение. Аль-синатухум ахля. Ихние языки сладкие, красивые. Ахля мин аль-асли, чем сам мед. Однако ихние дела, ихние сердца являются хуже, чем чего? Сам кактус. И дальше хадис продолжается, дорогие верующие. Ла будда ан юкин аль-муслим. Обязательно мусульманин должен убеждаться, дорогой верующий. Анна Аллах халяка фи хадаль каун сабабан. Аллах сделал в этом мире причины определенные. Ли икамати дини фил ард, чтобы эта религия стояла на земле. Твердо стояла. Ва та'рифу наси ма хуа ислам. Ты теперь должен узнать, что такое ислам, если ты носитель ислама. Ты, если носитель ислама, ты, если мусульманин, ты должен быть причиной, чтобы установился ислам, чтобы распространился ислам, чтобы люди представляли правильный ислам, чтобы люди не понимали, что это такой-то, такой-то ислам. Ты узнай сначала сам ислам. Бима'на аннаху халифа аниллахи та'аля фил ард. Знай, что ты являешься наместником на земле от Аллаха. Как ты можешь быть наместником, если ты не знаешь, что такое ислам? Если я спрошу, что такое иман, расскажи мне. Что такое ислам, расскажи мне. Чем пришел посланник, саллаллаху алейхи, расскажи мне. Что Аллах спросит в могиле, расскажи мне. Ты не можешь рассказать ни мне, ни другим. И так фитну делают люди исламом и мусульманам. Аль-муслиму сафирун ан дини фи кулли макан. Мусульмане являются послом в каждом месте, на каждом уголке. Как ты себя ведешь в каких-то компаниях, как ты себя ведешь? وأنت يا أخي المسلم مسؤول عن هذا الدين. Ты ответственен за эту религию. وعن إقامته. Установление этой религии, представление этой религии, чтобы люди представили правильную форму этой религии. Что за религия это? Человек может представить, что такое Макдональдс, потому что большими буквами Макдональдс там стоит, да? Может представить. Человек может представить какую-то компанию. Но ислам люди не представляют. Почему носители ислама неправильно его представляют просто? Я не говорю о даватчиках и проповедниках. Я говорю о людях, мусульман. Они тем более ответственны, даватчики, проповедники, тем более имамы в первую очередь ответственны. А вторая роль ваша. Вы же везде работаете, вы же везде бываете. Я не бываю везде, дорогие верующие. Я не успеваю. И не бываю везде. Но вы везде бываете. Вы являетесь представителями ислама на своих же местах, в компании, на базаре, в путешествии, друзьями, в общениях. إنما أنت سفير عن الله وعن رسوله في هذه البلاد التي يسر الله تعالى لك الوصول إليها. Ты являешься представителем Аллаха и его посланника в этих странах. Аллах тебе облегчил, чтобы ты жил в этой стране. Ты представляешь, ты объяснять должен теперь. Вактисабу ризк, Аллах дал тебе возможность заработать в этой стране. Аллах дал тебе ризк в этой стране. Иннама анта байна хум лиль хидаяти факат. Аллах тебя послал, чтобы наставить их на прямой путь, а ты наоборот делаешь людям искушение. Представляешь ислам неправильно. Не для того, чтобы Аллах тебя послал в эти страны, чтобы ты следовал за своими страстями разных видов.
а ты послан для того, чтобы Аллах тебе предписал, как мусульманину, испытание сделал тебе раз, доверил тебе рисала. Представь ислам правильно. Не для того, чтобы ты следовал за своими страстями. Хади лейсат ахлякуна, это не наше поведение, не из ислама. Как то, что делали на Дерибасовских, других улицах люди себя ведут. Приезжают так называемые мусульмане. Хади лейсат рисалютуна, это не наше писание и наше послание, дорогие верующие. Иннама нахну бихтисар хамалутуддин. Все мы являемся ответственными также нести эту религию, дорогие верующие. وأهل المسؤولية لا ينبغي لنا أن نتساهل طرفة عين. Не разрешается нам проявлять небрежность этих вопросов, дорогие верующие. Далилю суфара. Каждое посольство есть свой далиль, довод есть. Закон есть, порядок есть. В каждом посольстве, любое посольство зайди, есть порядок. А у нас, мы же послы ислама, мусульман. Мы же послы ислам, мусульман от Аллаха, его посланника, от мусульман. Как мы представляем ислам, дорогие верующие? Обязательно должны поменяться тогда. Посланник Аллаха сказал довод нам, чем мы должны аргументироваться. Таракту фикум амрейни, лан тадиллу ба'ди, ма тамассактум бихима, китаб Аллаха ва суннат расули. Я оставил между вами две вещи, сказал посланник, саллаллаху алейхи, для суфара ислама. Две вещи. Никогда не заблудитесь. В первую очередь он сказал, если будете держаться за них, за Коран и Сунну, не заблудитесь. Держаться — это жить по ним. И так в другом аяте посланника, саллаллаху, то есть в другом аяте говорится, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Сура Аль-Ахзаб, Аллах нам говорит об этом. То, что Аллах Субхану ва Тааля решил его посланник, нету для верующей женщины, верующей мужчины выбора. Если Аллах его посланник решили, у тебя нет выбора. Твое дело слушаться и подчиняться. Ты посол от Аллаха его посланника. Если ты на чужбине, ты посол от мусульман. А ты как представляешь ислам? Некоторые представляют ислам шишами, другие курящими. Постесняйтесь Аллаха его посланника. Постесняйтесь Аллаха его посланника. Баль инна Аллаха хаддара мин мухалифа. Аллах Субхану ва Тааля предостерегает нас, чтобы мы противоречили или уподобляться на неверующих. Аллах нас предостерегает. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Сура Нур, Аллах говорит. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ. Пусть предостерегает, опасается те, кто противоречит приказу Аллаха Субхану ва Тааля. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Что им будет искушение неверия, быть может быть. Самое опасное. Быть может быть и дальше, как нововведение и другое. Антусибам фитна уюсибам адабун элим. Или постигнуть их мучительное наказание, дорогие верующие. Куллю фардин мас'улья. Куллю фарду мас'уль. Каждый из нас, дорогие верующие, ответственный за, как говорится, за ислам и представление ислама. Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху, запрещал ходить на базар, купли-продажи заниматься, торговать на базаре. И он сказал, ла бай'a фи сукина илля лиман тафакка фи дини Аллахи та'аля. Не разрешается торговать никому, кроме тем, кто изучил этот вопрос торговли. Запрещал торговать. Компанию открывать запрещал. Торговать запрещал. Пока ты не узнаешь, где халяль, где харам. Пока ты не узнаешь, как себя вести. Баракаллаху фикум, я вам не запрещаю, дорогие верующие. Продавайте только халяльные дозвольные. Несите только домой халяльные дозвольные. Не воруйте, не обманывайте, не делайте махинации, баракаллаху фикум. Не обманывайте людей на весах и тому подобное. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогой верующий, каждый врач также ответственен на своем месте. Врач должен представить ислам правильно. И другие торговцы, врачи, другие разных видов профессий, они представляют правильным образом ислам. Если они представляют его правильно. Если неправильно представляют, то их вина, что люди отвращаются от ислама. Люди дискредитируют ислам, это их вина.
Итак, якулю шейх Наджар, говорит шейх, дайте мне 40 религиозных парней, религиозных, действительно религиозных, не на словах, на делах. И я открою вам 2 Америки, Южную и Северную Америку. Действительно религиозно. Факаду шей иля ю'тih. То, что ты потерял, Аллах Субхану ва Тааля его дальше не дает тебе, если ты его сегодня потерял. Мина ма'лумы валь ма'куль, известно также и понятно, разумно. Анна факаду шей иля ю'тih. Если ты потерял что-то, оно заново не восстанавливается, дорогой верующий. Анна инсана ла юмкину ан яхмиля рисаля ла я'рифу анха шей'ан. Как он может быть носителем ислама, представителем ислама, если он не знает ислам из основы своей? Поэтому, дорогой верующий, узнай про ислам. Узнай ислам. Учи ислам. Также диарукум туктабу атарукум сказано посланником, саллаллаху салям. Это в хадисе сказано ли бани Сальма. В хадисе бани Сальма. И посланник Аллаха сказал, ваши дома записывают ваши деяния. То есть то, что вы дома делаете, также у вас дома делают. Также имеется в виду, чтобы были ближе к мечети. В хадисе сказано, чтобы были ближе к мечети, дорогой верующий. То есть поклонением, присутствием, будь с мечетью постоянно. Будь разных видов программы с мечетью, дорогой верующий. Не отдаляйся от мечети. Суратуль муслими фи уюнил гарбии или гайруль муслими. Какое представление ты делаешь ислама перед западными или другими? Как ты его представляешь? Некоторые выкладывают в интернет свои разных видов опровержений, думая, что они правы. Всю свою ложь выкладывают. И люди думают, что это ислам. Это не ислам. Ислам, Коран и Сунна, дорогой верующий. Исламе опровержение очень красиво делают, дорогие верующие. Критику очень аккуратно делают, дорогой верующий. Итак, мы должны представить правильный ислам перед всеми. И именно фитна бывает людям через торговлю также, дорогие верующие. Через торговлю. Не мусульманам бывает фитна большая. Будь осторожен в своей торговле, как мы сказали. Умар бин Хаттаб сначала говорил, учись сначала, как нужно торговать. Я шабабуль ислам. О, молодежь ислама. Мы нуждаемся в целомудрии пророка Юсуфа, алейхиссалям. Когда заходят эти страны, наши братья-мусульмане, маша Аллах, становятся жеребцами. Забывают про ислам, что они представители ислама. А Иффат Юсуф, целомудрие пророка Юсуфа не забывают. Дальше, в исламе не нуждаются сильные люди, как пророк Муса, алейхиссалям. Будь сильным, где ты не был. Будь стойким. Также в исламе нуждается красноречие, как пророк Харун, алейхиссалям. Также в исламе нуждается хильми Ибрагим, мягкости, кротости, обращении к старшим, как к своему отцу обращался пророк Ибрагим, алейхиссалам. В исламе нуждается, дорогой верующий, молодежь, как вы обращаетесь к своим родителям. И также, дорогой верующий, в исламе нуждается что? Хинани Яхья, поведение, мягкости, кротости пророка Яхья, алейхиссалату вассалам. Также нуждаемся в исламе, дорогой верующий, молодежь, саламе Иса, алейхиссалам. Как был миролюбивым пророк Иса, алейхиссалам. Как вел себя Иса, алейхиссалам. Как он был миролюбивым. Однако, وَمَجَامِعُ الْخُلُقِ الْقَوِيمِ لِسَيِّدِ الْخَلْقِ саллаллаху салям. И все эти хорошие нравы у пророка, саллаллаху салям, собраны. У пророка Мухаммада, саллаллаху салям. Читайте историю, читайте единобожие. Читайте побольше. Сможете представить ислам. Антум туматтилун аль-амбия. Вы представляете пророку, дорогие верующие. Лианнакум муслимун, потому что вы мусульмане, вы сказали покорный Аллаху. Антум ли гидаяти, вы являетесь путеводителем прямого пути для людей. Кайфа туматтиль ислам, как ты можешь представить ислам? В хадисе посланника, саллаллаху алейхи, сказано: «Ман ташабба би каумин фау минхум». Тот, кто уподобился на определенный народ, он из них. Неверующие или иноверцы не принимают они. Ты же стал как мы. Ты делаешь все то, что мы делаем. Поэтому они говорят: зачем нам ислам? Какая разница? Мертвых просим, и мы тоже просим отсутствующих мертвых. Вы тоже просите. Какая разница? Мы гуляем, вы гуляете.
Вы гужбаните, мы гужбаним. Какая разница? И так они говорят, поэтому анташабба биқауми фаумину. А именно сейчас, в это время, сейчас начнется. Начинает сейчас мусульмане, это халяль или харам. Это ислама? Это из мусульман? Из традиции мусульман? Из ислама? Вот время как раз сезон. Ты спроси, это уподобление ислама мусульманам или уподобление на других? فَلْيَحْمِلْ جَمِيعَ هَمُّ الْكَلَامِ. Пусть каждый из вас будет ответственен за то, что он говорит. وَلِتَشَّرَفْ بِالْمَسْئُولِيَ مِنْ جَدِيدٍ. Пересмотрит ответственность свою заново. Почему? Для того, чтобы не быть искушением другим иноверцам. Аллах в Коране сказал: «Раббана ла тадж'альна фитнатан лилладзина кафару». О Господь наш, не делай нас искушением для тех людей, которые проявили неверие. Сподвижники понимали это. Они боялись даже, чтобы неверующие победили над мусульманами. Иначе будет искушение. Если мусульмане дадут победить над ними, тогда им будет искушение. Баракаллаху фикум. Поймите, что такое представитель ислама, дорогой верующий. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля прощения нам, милости. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля стойкости на исламе. Я мусаббит аль-кулуб, заббит кулубана аля диник. Я мусариф аль-кулуб, сариф кулубана иля таатик. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت أقم الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.